утро. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре понедельник, 20 февраля. В Чувашии продолжается реализация водной реформы. Республика взяла на себя часть местных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. Сейчас сети в городах и селах планомерно приводят в порядок. В начале февраля в селе Порецком открылся новый комплекс очистных. Были подготовлены мощности для подключения 95% жителей к централизованному водоснабжению и водоотведению. Сейчас власти республики ставят цель – оснастить аналогичными очистными сооружениями каждый муниципальный округ республики. Объекты будут возводиться с учетом цифровых технологий. Контролировать очистные можно будет дистанционно. В этом году продолжится строительство инженерных сетей и сооружений жилого района «Новый город» в Чебоксарах. Завершится рекультивация шламонакопителя в Новочебоксарске. В перспективе строительство станции биологической очистки сточных вод и сетей канализации в селе Комсомольском, Ядрине и в столице республики. Широкая, шумная, раздольная. Сегодня в России начинается Масленичная неделя. Первый ее день называется «Встреча». Многие традиции празднования Масленицы сохранились и по сей день. Например, в понедельник принято ходить в гости к родным и близким. И, конечно же, аромат румяных блинов в эти дни будет доноситься со многих российских кухонь. Кстати, приготовление традиционного масленичного угощения в этом году обойдется хозяйкам на 6% дешевле, подсчитали эксперты Российского экономического университета имени Плеханова. За год в целом по стране цены на некоторые продукты упали. Например, стоимость молока уменьшилась на 9%, а вот сахара сразу на 28%. Так сколько же будет стоить стопка из 20 блинов? Расчет интересный. Если вы будете готовить праздничные лакомства на сковороде диаметром 24 сантиметра, при том, что каждый блинчик будет весить 50 граммов, стоимость продуктового набора составит 102 рубля, что на 6% меньше прошлогодних показателей. В канун Дня орнитолога сотрудники заповедника Присурский провели учет зимующих птиц. Специалистам важно понять видовое разнообразие, а также выяснить, сколько пернатых остаются в холода в заповедном лесу и как меняется их численность. Зимующие птицы учитываются при встрече и по голосам. Не обязательно искать следы их жизнедеятельности. Затем количество встреч пересчитывают по специальным формулам и определяют численность каждого из видов. Общая динамика вырисовывается в ходе многолетних наблюдений. В последнее время орнитологи отмечают негативную тенденцию. Даже обычных представителей синищих стай становится меньше. Зато наши широты в последнее время облюбовали таежные и северные гости – свиристели, чечетки и клёсты. Кстати, последних очень много в Чебоксарах. Залетных пернатых привлекает доступная еда. В годы зимнего заселения территории они могут остаться у нас, свить гнезда и вывести потомство. В этом году на чебоксарских цветниках и клумбах будет высажено более полумиллиона цветов. Об этом сообщили в столичной мэрии. В соответствии с концепцией цветочного оформления города, летом предстоит оживить растениями 145 объектов. Чебоксары уже готовятся к озеленению. Подрядная организация приступила к выращиванию рассады. Таковы вести к этому часу. Желаю вам продуктивного понедельника. Оставайтесь на телеканале «Россия».